В этом году исполнилось 100 лет Илье Гурвичу, специалисту по этнографии народов Сибири, особенно якутов, чукчи, коряков. О научном наследии выдающегося исследователя, его вкладе в развитие и сохранение культуры языков народов Якутии мы сегодня будем говорить с его дочерью, антропологом Марией Бойчук. Она приехала из Нью-Йорка, где сейчас живет и работает. Мария, я вас приветствую. Спасибо. Я очень рада быть И сразу здесь. первый вопрос. Вот почему научный интерес вашего отца был связан именно с Якутией? Вот какие факторы на это повлияли? Илья Самойлович, будучи совсем молодым человеком, заинтересовался Якутией. Он приехал сюда и заразился Якутией. А когда он приехал сюда, он понял, что это страна его души. Я совершенно не случайно говорю, что это страна. Он полюбил народ, все народы Якутии, и у него было много возможностей уехать, но он предпочел жить здесь, изучать язык, вживаться в культуру, как этнограф и как человек. И даже когда он защитил диссертацию в Москве по северным якутам-оленеводам, будучи в Москве, он мог продолжать свою работу там, но он снова вернулся в Якутию. И что для меня теперь совершенно неудивительно, я пробыла здесь всего несколько дней, это мой первый визит в Якутию, и я не хочу уезжать. А сколько было лет вашему отцу, когда он приехал в Якутию? Ему было 20 лет, он только закончил университет. И сразу попал? И сразу попал в Якутию по назначению. Но он именно хотел оказаться здесь, потому что он знал, насколько это сложная культура, насколько это самобытная культура, которая до сих пор сохранилась. И он считал, что он должен изучить язык и вжиться в культуру как этнограф. Поэтому он прожил здесь непрерывно много лет. Ваш папа свободно говорил на якутском языке? Он, в конце концов, свободно говорил на якутском языке, а потом он его не очень употреблял, но он приложил огромные усилия, чтобы говорить с людьми на якутском языке. А вас не научил? Вы можете говорить? Какие-нибудь слова хотя бы? Я за эти дни выучила «спасибо», и язык очень красивый, и я бы очень хотела быть здесь и изучать язык тоже. А вот давайте более подробно поговорим о том вкладе, который внес ваш отец в развитие и сохранение культуры и языков народов Якутии. Да, он изучал все малочисленные народы Якутии и также изучал якутов-оленеводов. Его вклад очень многогранный. О каждом народе Якутии он написал фундаментальный труд. И эти книги были результатом исследований, которые он вел много лет. Эти книги способствовали развитию особенностей этих культур и дали толчок для самих носителей культуры изучать их больше. Но он также доказывал правительству и властям в Москве историческую важность и необходимость серьезного отношения к этим культурам. Его деятельность и положение предусматривали диалог с властью в Москве, но он никогда не относился к своим докладам, к своим книгам формально. Он обращался напрямую с правительством и с партией на понятном языке, умел излагать факты и доказывал важнейшую роль этой культуры, многогранной якутской культуры в мировой культуре. Поэтому его книги дали такой толчок к сохранению языка и культуры. Ну тогда, наверное, это было еще и сложное время такое, когда не так было просто добиться положительного решения по тому или иному вопросу, да? Да, это было так. И он продолжал работать, писать эти книги. Его одна из самых больших книг, фундаментальных книг о культуре северных якутов-оленеводов. И это первое историческое комплексное описание северных якутов-оленеводов. А вот вы уже говорили, что вот в тех местах, где ваш отец был, особенно в северных районах Якутии, его там помнят, ценят, любят, уважают, скажем так, да? Вот у вас какие воспоминания об отце остались? Ой, спасибо. Расти с ним было очень интересно. И север, и Якутия присутствовали в жизни все время. Он с удовольствием рассказывал о его работе, о его полевых исследованиях, когда он был здесь. Мы соблюдали дома обряды. Интересно. Я знала об этих. Вчера я была в дорожном обряде в центре, здесь, в городе. И я помню очень многие подобные вещи. У нас было очень много предметов из Якутии дома.
украшений. Приезжали его ученики, приезжали его коллеги. Опять-таки он иногда по телефону говорил с людьми на якутском языке. Это было очень интересно. Он был очень веселым, зажигательным человеком, располагающим к себе, потому что он был этнограф. И свою работу он использовал в жизни. Он говорил с людьми, он любил людей слушать. К нему приходило очень много людей рассказывать о себе, и он с большим вниманием относился к людям. Может быть, вот исходя из всего этого, вы тоже стали антропологом? Вот можете это как-то Да, объяснить? расти рядом с ним было очень интересно, и мой интерес к антропологии сформировался, Уже в конечно, детстве. благодаря ему. Уже когда мне было лет 13, я стала интересоваться и отличать другие народы. Я очень хорошо понимала, как отличить народы Якутии и народы Севера от других народов. И мне стала антропология очень интересна. Я сейчас работаю антропологом, но тем, что я занимаюсь, это, конечно, отличается, потому что антропология очень обширная наука. Это очень отличается от того, чем занимался мой отец. Он был этнологом, он описывал традиционные этнические культуры, а я занимаюсь прикладной антропологией. Я работаю с пользователями различных программ, в основном компьютерных программ, и я изучаю теми же методами, как люди понимают то, что им предлагают корпорации. И то, как я это изучаю, я передаю корпорациям, чтобы они делали продукты, которые людям понятны и интересны. Но делаю это я теми же методами, которыми пользовался Илья Самойлович. А вот интересно, вас отец брал с собой в какие-нибудь там экспедиции или так далее? Вы знаете, к сожалению, это мой первый визит сюда. Я попала в некоторые экспедиции сама, когда училась. Он очень много рассказывал. У нас дома даже были представления его фильмов, его фотографий о его путешествиях, но это было невозможно взять свою семью в то время, к сожалению. Поэтому я знаю, и я привезла с собой некоторые фотографии показать людям, чтобы они узнали. Он очень много рассказывал и показывал. И его рассказы были настолько живыми, что вот находясь здесь, я практически все узнаю. Сейчас идет активное развитие Арктики, причем на государственном уровне. Вот как вы считаете, какой вклад должны внести ученые в этом плане? Самый ключевой вклад. Антропологи должны внести самый ключевой вклад. Находясь здесь, я вижу, что здесь люди живут очень успешно. Это не выживание, как очень многие думают, будучи в больших городах, как в Нью-Йорке, в Москве. Это именно очень успешная жизнь. Люди знают, как иметь дело с погодой. Климат прекрасный, но надо знать, как с ним иметь дело. Здесь очень правильный подход к культуре, к языку, к еде. Еда совершенно незабываемая. И в этих экстремальных условиях люди построили очень успешную цивилизацию. Эта цивилизация может помочь всем другим, когда мы говорим о сохранении климата, когда мы говорим об Арктике. Так что антропологи, сейчас те антропологи, с которыми я познакомилась здесь, работают с другими учеными и занимаясь новым исследованием Арктики. Арктика была уже исследована, но все забывается, и, конечно, теперь исследуется заново. Это очень важно. Вот сейчас век глобализации. Вот как сохранить ту уникальность, которая есть у коренных народов? Как вы думаете? Да, это очень интересный вопрос. Я думаю, что здесь очень много делается для этого. Очень важно придавать этому значение, говорить об обрядах, поддерживать музеи, поддерживать детей и всех людей в языке. Но и также я бы хотела привлечь просто внимание всей мировой общественности к Якутии, чтобы люди сюда приезжали, навещали, чтобы это было не место, которое далеко, о котором думают. Люди не знают, что думать о Якутии. И я думаю, что это очень важно об этом рассказывать. Я приеду, я буду рассказывать тоже. Но я думаю, что очень важно над этим работать и привлечь внимание всей мировой общественности, чтобы люди видели, как здесь все работает, как здесь сохраняется культура, и как люди работают и с холодом, и с жарой, и сохраняют язык. А вот у меня еще такой вопрос. Вы занимались изучением других коренных народов Арктики, например, саамов? Вот у них есть какие-то сходства с нашими народами, вот, или по уровню жизни? Да, я была на Аляске, я была в Скандинавии. Конечно, сходство есть. И часто люди сравнивают разные народы, северные народы вместе. И очень многое зависит от правительства
каждой страны, о том, что помогает ли правительство сохранять эту культуру. Но мой отец очень много говорил о том, как сами народы именно в Якутии работают со своей культурой и сохраняют эту культуру даже вопреки каким-то правилам или политике, как если эта политика неблагоприятная. И я думаю, что та модель, которая существует здесь, я бы хотела, чтобы они знали и другие народы на Аляске, на севере Финляндии. Там происходят свои процессы, но очень важно вот это вот общение и общение на развитие международном уровне, на международном уровне, да. А у вас будут какие-то совместные, может быть, проекты с нашими якутскими учеными? Я бы очень хотела, мы говорили об этом вчера с Екатериной Романовой и с дирекцией вашей национальной библиотеки. И у меня есть много идей, которые я хочу с ними обсудить. И я думаю, что вот начинается конференция, практическая конференция. Если у людей здесь, в Якутии и в Якутске есть идеи, все пусть приходят, пусть поговорят со мной. Примите. Да, я буду очень рада, если кто-то захочет со мной поговорить вот в ближайшие 2 дня, потому что идей много, и мы можем работать все вместе. И мы должны, я считаю, что мы именно должны привлекать людей отсюда, и об этом я буду рассказывать в Нью-Йорке тоже. Ну и давайте в завершении нашей беседы еще раз, какое впечатление на вас произвела наша республика? Самое восторженное. Знаете, я всегда задавалась вопросом, почему моего отца заинтересовал именно север. Вы знаете, просто находясь в Москве или в Нью-Йорке, этот вопрос не так легко понятен, когда я нахожусь здесь. У людей все время возникает вопрос, почему север, куда он должен был ехать сюда 6 месяцев и еще 21 день до места своего назначения. Ехал на нартах, на оленях. Зачем? И вот как только я сошла с самолета и оказалась в этом городе, и я иду по улице, вижу счастливых людей, которые очень красиво одеты, которые с большим вниманием друг к другу относятся, у меня отпал этот вопрос. Я сама не хочу уезжать. И каждый момент здесь, он очень ценен для меня. Еда совершенно потрясающая. Я думаю, что я бы так жила и ела. Спасибо всем большое, кого я здесь встречаю. Мария Ильинична, большое вам спасибо за очень интересную беседу, за то, что нашли время и пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Это была программа «Актуальное интервью» с антропологом Марией Бойчук. Мы поговорили о научном наследии этнографа Илье Гурвича, его вкладе в развитие и сохранение культуры языка народов Якутии. Не переключайтесь.